Ассаламу алейкум, дорогие телезрители! В эфире информационно-аналитическая программа «Неделя». В студии Асхаб Зазалаев и в начале выпуска коротко о главном. 7000 новых рабочих мест. Рамзан Хаджи Кадыров посетил территорию особой экономической зоны Грозный. Логистический центр полностью строительный материал Коран «Притяжение гармонии». Выставка с таким названием открылась в Музее Чеченской Республики. Эта выставка показывает культурное разнообразие народов, представляет миролюбивый ислам в его первоисточниках. Единственный в России музей на колесах. В Чеченскую Республику прибыл поезд Победы. Мы должны нашим подрастающим поколениям показать громадный, я бы сказал, кровавый пласт величайшего в нашей истории события, как Великая Отечественная война. Глава Чеченской Республики Рамзан Хаджи Кадыров вместе с соратниками совершил джума намаз в мечети имени Хамзата. Да будет доволен им Аллах, дяди пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Пятничную проповедь прочитал богослов Магомед Саралиев. Бисмиллахир-рахманир-рахим. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. هديلة إيمان دلين خلب بصرناخ قيلش تو الله ديلخ قير مدير زريع قان دون دوش قيمة دينا شاش خوك يشتين حوصلش باخوك الله دال دوق ديدوشون أزا دوزلنا شيدا نانا إدور وش ديدو هون أز دا نانا شي دوزل ويتسور وش ديدو هون أز ديل إيوزلو قوش يلي وش ديدو هون أز ديل يا صلى الله عليه وسلم قيجون خلو ديدو هون قيمتي أص دوقش دينا شاش خوك يشتين حوصلش باخوك الله دال تهان شاش دنيا شاش دول شاش مدوقكم دوق أصدقش دينه إديل إيوزلو قوتشيوشل دينها ديل يسنا صلى الله عليه وسلم أصدقش دينه حيالسما تشخيروهون إنه قيلوش دينها حقير الروات هون حقيرم خربات هون هون يحديل إخيتم خربوهون حيالسما تشخيروهون باشا ديل يسنا صلى الله عليه وسلم شيء حق أميال دين خلب الأصحابش مسيلح بالكنتي خلقوش. По завершению проповеди прозвучал призыв на молитву. Верующие выстроились в ряды и совершили намаз. Пребывание в мечети завершилось восхвалением Всевышнего и совершением вирда. Безработица в Чеченской Республике вернулась к допандемийным показателям. Об этом стало известно в ходе совещания главы региона с Кабинетом министров. По словам Рамзана Хаджи Кадырова, в 2021 году республика добилась больших успехов в сфере экономики. Реализовано свыше 400 инвестиционных проектов. Подробности в сюжете Абдуллаха Батаева. 2021 выдался для Чеченской Республики продуктивным и результативным. Это отмечает Рамзан Хаджи Кадыров на встрече с Кабинетом министров. За прошедший год руководителям региона было дано 153 поручения в различных сферах. Об их исполнении глава республики интересуется у премьер-министра Муслима Хучиева. 2021 год проблем счётч так адона напряженно дождь надона дигдавора деладона ельдона сегодня 153 поручения полностью по всем направлениям насколько выполнено процентов на разработке идут дополнение идут там будущее кратце Вами были поставлены задачи достичь допандемийных социально-экономических показателей, особенно в разрезе создания безработицы, в частности, и допандемийный уровень 80% уровень безработицы в Аяхану, это и дальше тут поручение программы ОЕБОЛ по снижению безработицы, которую мы реализуем. Всего от 153 поручения, Рамзан Ахмадович, на сегодняшний день очень легче, уже 122 поручения, 31 находится в работе, в дальнейшем волк и табибош. Рамзан Ахмадович, еще хочу да алмала, когда особых проблем не вижу да алмала. Остальное это уже технический вопрос. Рамзан Хаджи Кадыров отмечает, что все поручения от руководства республики должны выполняться своевременно. В противном случае необходимо выяснить причину задержки и предоставить объективное объяснение, говорит глава региона. Уже 8 поручений конкретно решить функцию решить иришь и så ishien haakt am ishien minus gedok ishien seel tvorston så etинут ичи дона хинс 30 дон 3 верят до 31 работает. 30 работает дон. Ngullo да гуллеж да шахса ява дастан. Сэнде дона каждый дон. Хор надо срок недели, месяц, 2 месяца, 3 месяца. Если не исполнено поручение дон. Вот хара баандус
Елур Йошиятсен, Тай Тейлор Стамбуда, подключиться там, подключиться там, или вообще снять там будет, далеко решение принимать и там сюда, сюда есть рядом, массара дона, особенно заместители председателя правительства должны над этим работать, так сказать, каждый член правительства, поручение главы дона и председатель правительства дона, коуч еще чхальчи дона. Из уже невременные деградации могут дать. Работу необходимо выполнять своевременно и качественно. Оправдания, связанные с пандемией коронавируса, уже неприемлемы. А это поручение именно каждой сферы, отрасль экономики и района, план развития на 22-24 год. Представьте, вот я до 15 февраля это срок. А вот я вчера взял промежуточный акт, мне качество исполнения это вообще не устроило. Я на доработку дает эласки. И момент школьников да, вот в сроки yin хул, но не качество. Вы инвестиционный площадь халва инвестор больше вы дан вы латна что вы хочу киешки хюч вы киеш дакия киеш те латна кадел дастон шайк дон көлдөл мет стайлы дон вы год дадалы 2-3 дон ويت عيل قيشار دون يوقع دون أرين دوات دون دالوش دون تيجاسان دون دوك بوتشار دون يبرشين إسبونسين داس دون سندر غاز دون حاجة عجيبة فت كنترولات دون تبعنا برزانش ذكريونا دون برشين دون داس دون سميست دون شيء هاي تعب المستعد بيلا واقع دون يعبوا بيزاس دون مثلا دون أتماسكرو коронавирус сей харей уже дас дон коронавирус ёш на дон вы с 26 до 8%, а я не безработица дон за 400 дон инвест проект реализовать новый дон 600 дон 18 на это было реализацию юэ дон на 11 тысяч дон рабочее место дон белашерун дон Ежедневно в республике открывают множество различных социально значимых объектов, благодаря чему появляются рабочие места. Для тех, кто хочет быть занятым, в регионе создаются все условия, отмечает Рамзан Хаджи Кадыров. Каждый день дон ресторан даялла, заправка даялла, киоск даялла, башкирят удон даялла дон рабочий метод шух даст дон 10, 20, 30, 40, 50, 100 рабочий метод дон из военных республик доход даст когда в том числе еще социальный объект надо он всегда доку рабочий метод места моей дом школа детский садик школы дон спорткомплекс школа всегда моей рабочий метод он это дон 2000 чем-то рабочий метод еще был дон ментор работает учителя шли дон вакансия что вот всегда был целый дон дон стройка бага дон Москва выдели Крым выдели там Кайша выдели стройка баба школ даст дон а вот дон хайцахош условия шоволиёш мусумадош хилчи дон вот баба целый даст дон ну дон ялла вы душ беш цахой ди условия шоволиё дон Милхчумете авуш каяш дон вы вуш волиё даст дон строительный белаш бол блячно шварт белаш 2022 объявлен в Чеченской Республике годом промышленности. Глава Чеченской Республики отмечает, что необходимо вывести эту отрасль на новый уровень. Год промышленности, каждый шип дон, холи белхи боевой дон, мухо субботник мухо, исен дон, штаб мухулер, исен дон, вот именно по линии промышленности дон, экономический зон, республика инвестиции склады, что набуй, экономический зон бог, сан худу хат дастан, цахат сан дастига, насколько шорт любой шмей сан дастиг дон, хилч дон, цигатар бешбол бог дон, цигатар асложитич дон, сан выгодно дует цохуш нахбу дастан, там будет дон бизнесмен оушту, даст, компания квалитен дон, учитель бекен дон, совместно дон, республику сан, одеш субсидии шяга, да, кредит да, мусуава яка, вы вещь ядут целячи, на дона, банк символ целят дастан, лизинг, кредит, вожавы используются дона, вы развиваться друг друга, рассрочка, мусума шайги и развиваться до республики. В ходе совещания Муслим Хучиев предложил внести в правительство Чеченской Республики должность вице-премьера, который будет курировать молодежную политику и спорт, а также обеспечивать контроль за расходованием бюджетных средств. На этот пост назначен Абдул-Керим Идилов, который, по словам главы региона, проявил себя с положительной стороны на всех должностях, занимавших ранее.
Председатель правительства. Апурбанцы предложение ввести ЛРСОН дальше Тана именно по направлению Белгород-Окшол, по линии молодежной политики, спорта, с контролем за расходом бюджетных средств отдельным направлением. Вице-премьер вещи назревшую ситуацию там. И Апурбанс, я хотел бы ввести новую должность Окша, внести кандидатуру Адила Абдулкарима на должность вице-премьера, который будет курировать вопросы молодежной политики, спорта и, соответственно, контроль за расходом бюджетных средств. Изначально система еще وين أكون ديك دانا شيء بيرش دوش دان كات دان مالدش دان полностью финансовый система хич бирш дастон дака именно по линии экономической зоны дон истя дон хич дон такая по линии дон инвестиционной политики дон хич дон хо Москва рамосумети хадали бирш дастон дака завен дан докуин вай белаште дон شيء فункционально بزاف شو شنو دون وي هو عاود حوس على شو قوة ناقص لنا ودنا وين دكتور دون وي ضربت شكل بعيش لعب لنا وي باش هذا دون دون عبد الكريم سولار والله هي ده دون ده بيعبر كتير ده دون انا تقول دون بوخ دون سبورت ابو هكا من министерство спорта ابو هكا в молодежи политика молодежь спорту авторитет ю هكا حوالي كوميرو ده دون استعدانا باخ ونلاد بالله يزن نبلس دانا سيستم مونيتورينج دانا استعدانا باخ لعبة جسنا باخ بال По словам главы региона, привлечение инвесторов сейчас важно как никогда. Без них невозможен рост экономики. А для тех, кто хочет начать свое дело в республике, есть все необходимые условия. Руководство региона оказывает всестороннюю поддержку малому и среднему бизнесу. Инвестиции, да. Еще раз инвестиции, и вещи, да. Так, и цахли, да, там отвечать, да. Экономика, а хищ, цахли, да. Из, да, вроде бы, да, уэлич, да, да, белаш беш да, уэга правильно, да, анализ, анализ, حد حالات دونه вроде бы да, население живет хорошо, да, сказать. А у Адаш живет, да, не очень хорошо. Официально статистика. Статистика, они да, даже элементарно да, просто так объем халячи и стройматериал да, за 20 миллиардов да, в ночь и ночь, просто стройки да, за 20 миллиардов стройматериал, просто аналитики, что не государство стоит, а частный надо, он чует материал, что он за 20 миллиардов, да, сказать. Значит, люди живут, строят, а вы, несмотря на то, что у меня 39 школ, мы школы, почти за 20 школ, или 15 школ, и не я садик, я отцелина около такой, докуш объект вести магневый масара бал шварт бина ну и бал шварт бинер аллева соотечешь да стон куда и масери бал алсом бейд бар покошер кис со бейд бар покой да стон so de horna as de horna шин долшточки пар шин войшвик шин мюх чунадон as я даю гарантии хочу адон صعب бюрократия хрят цадон криша хрбат цали цама хадат и так 100% да, то что ахче логистически ахче то, то что бизнес не надо спарать то, что спокойно то, чувствуешь аравош то, что хедуал 100% гарантия еще что это он, войсен гарантия еще стали регион я цел то 100% уверенно будет то, хочу облатно не спать, хочу кришна спать, хочу сама я щедо город цищет учил объекты лая.
Шейхала конкурс на основе ИСАЭЧ, любой дом, по закону, да еще что-то. В завершении глава региона пожелал собравшимся удачи в дальнейшей работе. Абдулла Батаев, Аюб Шахидов при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Неделя. Рамзан Хаджи Кадыров проверил ход работ на территории особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Грозный». Территория расположена в Шейх-Мансуровском районе и занимает 256 гектаров. Реализация проекта позволит создать 7000 рабочих мест. Сюжет нашего корреспондента. Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Грозный» образована с декабря 2019 года. Эта территория станет местом притяжения больших инвестиций. Глава региона вместе с председателем правительства Чеченской Республики Муслимом Хучиевым и вице-премьером Абдулкеримом Эдиловым лично проверил ход работы в будущем промышленном центре столицы. Строительный дом, база есть, что такое логистический центр есть, что уже дом, какие резиденты, да, логистический центр и так то полностью дом. Ну, всякие строительные материалы, что там это еще что и плюс что на качественно юров что так плюс до доставки полностью мощная организация полностью реализовать их проект до 3 миллиардов от 2 до 3 миллиардов поэтапно По поручению Рамзана Хаджи Кадырова активно развивают инфраструктуру зоны. На территории общей площадью 56 гектаров уже проделано много работы. Первый этап 22 года, и по первому этапу президент показать, что на сегодняшний момент я ищу показать полностью почта. Допустим, резидент вот человек, 100 миллионов, 127 миллионов инвестиций. Рамзан Хаджи Кадыров дает поручение вице-премьеру правительства Абдулкериму Эдилову. Следить за реализацией особой экономической зоны теперь входит в ее обязанности. Дополнительно строительная организация. Сейчас Абдулкерим больше. Цена привлекали сейчас, когда мониторинг, не только финансовый, Здесь же глава республики пообщался с одним из инвесторов. В первую очередь из-за его дополнительного материального использовать полностью В основе реализации особой экономической зоны лежит развитие производственного потенциала региона. Привлекать будут не только отечественных инвесторов, но и зарубежных. Все эти проекты станут импульсом развития экономики Чеченской Республики и соседних регионов. Под конец инспекции Рамзан Хаджи Кадыров вновь подчеркнул важность реализации особой экономической зоны, которая станет основой большого толчка в развитии промышленности. Мухаммад Джамаллыла и Самали Султанов. Неделя. Рамзан Хаджи Кадыров провел совещание с членами правительства и главами районов. На повестке ситуация со взрывом цистерн на окраине села Гехи Урус-Мартановского района. Глава республики поручил Совету безопасности срочно проверить на соответствие нормам места, где есть опасность взрыва. Эту работу Совбез будет вести вместе с прокуратурой и сотрудниками МВД. Шаеги объект, рынок, торговый центр, заправка, шаеги муссума, миллион. По закону хлиешел метр, хлиешел емкость, хлиешел улях, пожарная безопасность, хлиешел гидравлик, муссума, йодшел, заправки, любой объект, любой закрыт, соответственно, после этого человек структур, именно районы, глава и ауэль, Кроме того, на совещании обсудили результаты экспертизы на состав колбас, которые завозятся в республику из других регионов. Экспертизу ранее сделали по поручению Рамзана Хаджи Кадырова. Марки колбас «Кавказская», «Чесночная», «Каспийская» и «Одесская» содержат свинину. Однако они маркируют знаком «Халяль». Глава республики поручил проверить продукты питания и лекарства, реализующиеся в республике, на соответствие составам, указанным на упаковке. В селе Комсомольское Гудермесского района появилась новая мечеть. Одновременно в ней смогут молиться около 80 человек. На открытии побывала наша съемочная группа.
Открытие этой мечети – настоящий подарок для местных жителей, особенно для тех, кто живет рядом. Ведь теперь для совместного поклонения Всевышнему им не придется ходить далеко. Новая жамаат-мечеть в селении Комсомольское рассчитана на 100 человек. Ее возведение начали в октябре 2019 года. Святыня построена при поддержке регионального общественного фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова и совместными усилиями местных жителей. يتقبل هو يرتاح ماجدك داسر باقشت لولا ماجدك خل شغلوش جماعة عديدة В день открытия здесь собрались местные жители и богословы. Вместе они прочитали священный мавлид, восхваляя пророка Мухаммада, мир ему и благословение Всевышнего. فونت أرخا دوغادو هردو حردو غادا تسات إحري دو ماجدك دات وين ما أرى هو ريسبوبليكا هو دال ميلدا أتشتوش دين عبوركسن وين سعدوالش ماجدك دو حجر شو. Сама святыня по счету 108-я в Гудермесском районе. Также при мечети есть медресе с 2 классами вместимостью по 20 человек. شتو أولي استعديها يستعد يغوق حر ساعة شماج بالبغنا دقيقنا تنبقرة بعثك دعوة تنشو جمع إسلام زي شو تاني ده يشريو إيش الماج كراتنا حجريو دقة شين شوعة شوز متعلم تقن طيب عام ويشوش إيش يبغبو إذا بق دقيقنا تنبو Возведение мечети – богоугодное дело в исламе. Пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Тому, кто построит мечеть, Всевышний построит дом в раю». Абдулла Батаев, Моусар, Даудов и Ислам Али Султанов. Неделя. А в Байсангуровском районе Грозного открыли медресе на 200 мест. Мужчины и женщины будут обучаться в раздельных группах. Поздравить муталимов с этим событием приехал муфтий Чеченской Республики Салах Хаджи Межиев. Сюжет нашего корреспондента. Yarışan şu alimna latin mettigiu aqa iznawrgal sa iznawr teoruhi wa sagayshi duqa alimna azberkati dikna latin mettigiu ilm latin mettigiu khuzhabu ghush duqa wa ma qa'at iolsh bosh bol alimna disha diush da yakhush ostaypana ilman aqa На возведение учебного заведения потребовалось всего лишь 10 месяцев. Построили на собранные местными жителями средства. Обучение мужчин и женщин раздельное. Перерезав ленточку, гости осмотрели медресе изнутри. Для обучения есть все условия. Здесь же собравшиеся совершили и пятничную молитву. В честь открытия медресе прочитали маулид. До открытия медресе Ни'ма дети обучались в мечети, однако это не всегда было удобно. Появление нового отдельного учебного корпуса значительно облегчит получение знаний для мутаалимов. Уроки начнутся со следующей недели. Селима Батаева, Альбит Чакаев, Ислам Али Султанов. Неделя. Коран «Притяжение гармонии». Выставка под таким названием открылась в Музее Чеченской Республики. Здесь представлены старинные экземпляры Священного Писания. Посетители смогли увидеть переводы Коранов на разные языки народов мира, в том числе японский, китайский и другие. Наш корреспондент посетил выставку одним из первых. 27 лет специалисты из Казани собирали самые уникальные экземпляры священной книги от старинных рукописей до современных. И вот, наконец, они в Грозном, под куполом Музея Чеченской Республики в рамках выставки «Коран. Притяжение гармонии».
Здесь экземпляры Корана самых различных веков. Эта выставка показывает культурное разнообразие народов, представляет миролюбивый ислам в его первоисточниках и в произведениях искусства. И мы очень рады, что появилась возможность показать ее нашим посетителям. Экспозиция представлена из Государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника «Казанский Кремль». Приветствую вас от имени президента нашей республики Рустама Нургалиевича Миханова и руководителя аппарата президента Республики Татарстан Азгата Ахмедовича Сафарова. Наш совместный проект станет еще одним мостом между Казанью и Грозной. У нас в мае месяце, с 11 по 13 мая в Республике Татарстан будут дни Чеченской Республики в Республике Татарстан. Мы вас ждем, всегда рады вам. Мы очень любим Чеченскую республику, чеченский народ, ваши традиции, вашу культуру. Красивым дополнением коллекции стал Коран, принадлежавший первому президенту Чеченской Республики, герою России Ахмату Хаджи Кадырову. Мы во время реновации готовились к этой выставке. У нас куратор, который работает в музее, откуда эта выставка вся к нам приехала. Вот. И у нас будет обмен с Татарстаном, с Казанью. Мы в скором времени поедем с нашей выставкой, с нашим ансамблем, с филармонией. И я надеюсь, что это только начало. В коллекции есть и реликвии, так скажем, нашей семьи, в том числе это Коран, который принадлежал моему дедушке, первому президенту Чеченской Республики Ахмату Хаджи Кадырову. Увидеть все эти редчайшие экземпляры священных писаний желающие смогут целый месяц. Шамиль Эрсанбиев, Мухаммад Джамалулейла, Имран Абазаев и Аслан Висхаев. Неделя. 16 внедорожников приняли участие в джип-туре по горам Чеченской Республики. Большая группа любителей езды и перерода отправилась в Галанчожский район. Они посетили исторические села и достопримечательности. В их числе каменная природная арка, озеро Галанчож, селение Хайбах, каменное войско и многое другое. Протяженность маршрута составила около 200 километров. Наша съемочная группа присоединилась к большому туру. 16 внедорожников стартуют с села Рошничу. В рамках очередного джип-тура им предстоит преодолеть почти 200 километров. А ведь маршрут не из простых. Галанчожский район считается одним из самых труднодоступных уголков региона. Но благодаря руководству республики теперь здесь появляются дороги, а значит и возможность полюбоваться местными красотами. Нам хотелось построить маршрут, чтобы, воспользовавшись тем самым случаем, что сейчас прекрасные дороги в Галанчожском районе, и даже в зимнее время возможно спокойно проехать на внедорожнике, хотим показать максимально за один день. И все же на некоторых спусках и подъемах кажется, что транспорт больше не в состоянии осилить дорогу. Однако вся трудность маршрута вмиг забывается при виде местных достопримечательностей. Это живописная каменная арка, образованная естественными силами природы, покрытое льдом Галанчожское озеро и древнее село Акхабаса. Здесь, гуляя посреди каменных сооружений, словно погружаешься в атмосферу первобытных времен. В среднем крупное селение считалось где-то, если больше 20 таких каменных строений, это уже считалось средним таким большим селом. Но надо еще заметить одно, что в древности построить башню из камня это было очень дорогое удовольствие, могли построить только богатые люди. Поэтому эти села были крупнее, были еще постройки деревянные и саманные, но они со временем исчезли. Места, я прям ошеломлен, можно сказать, очень красиво. Старые строения, горы, Галанчожское озеро. В общем, красота. Участники джип-тура посетили и жилую застройку аула Хайбах, известного трагическими событиями. Конечная остановка в туристическом комплексе селения Пешха. Его строительство началось в 2018 году. До тех пор здесь были лишь развалины, однако сейчас он уже приобрел старинный архитектурный вид и стал местом потока туристов. И это неспроста, ведь у каждого уголка этого комплекса есть своя история. Для участников джип-тура здесь провели экскурсию. Мы повторили строение наших предков.
Имея все инструменты, все условия, но все равно мы один в один повторить не смогли. Наши предки, они были на самом деле, должны отдать, строители, рожденные строители. Это уже не первый джип-тур, организованный Министерством Чеченской Республики по туризму, и далеко не последний. Ну а участники этой поездки с уверенностью могут сказать: день удался. Абдулла Батаев, Асхаб Зазалаев, Азан Идрисов и Ислам Али Султанов. Деля. Исполнилось 9 лет со дня основания благотворительной организации «Хайра». Эту дату отметили благотворительным ужином. В числе приглашенных были представители различных организаций и ведомств. На мероприятии подвели итоги деятельности «Хайры» за прошлый год и обозначили дальнейшие задачи. قرر خينا حاوية شيت ويشيت نبرولينيو برنامج شو ناغنا مول ما كوتو دا مالت إيوه كوجو بلوت دا بيسو خاوس بسكاتشز تسكتينوش دا بقات بسكاتشز دون الحمد لله أوجر كوارت وخير طول ما الحمد لله ويقع بول ناغ داشتو ناغ وصلوا قد سيقين غيتم سير كمشة سنة عوشتوا دام ولا عند كرر خينا عند ربي شغل شوي ويقع دوم متناش بو ويقع حاولن توش بو سطر نش بو سيدنا نوع بو دونا ما قول دونا هرديش تك مسا دعى ترسر مسا بلخ بو دعى ترسر ليلو شو قررنا ده نيجوا تاني استوى قدام. В американском штате Мичиган полиция расследует дело о поджоге мечети Аль-Худа, а мусульмане Франции массово покидают страну. Об этих и других новостях из мира мусульман расскажет Элиза Тасуева в рубрике «Умма». Удивительная находка поразила весь научный мир. В турецкой средиземноморской провинции Анталия была обнаружена мраморная плита с гравировкой во имя Бога на арабском. Специальные исследования и анализ покрытия показали, что этому камню не менее 195 миллионов лет. В отчете о проделанной работе говорится, что надпись является естественным образованием. В американском штате Мичиган полиция расследует дело о поджоге мечети Аль-Худа. Накануне местные патрульные, заметив клубы дыма, поспешили к месту возгорания. По прибытии они натолкнулись на 37-летнего Ахмеда Таки, который при виде служителей правопорядка достал пистолет и открыл огонь по ним. Полицейские отразили атаку нападавшего встречным огнем, прежде чем он успел кому-то навредить. На данный момент следователи пытаются выяснить, что же побудило мужчину на поджог святыни. Мусульмане Франции массово покидают страну. Об этом сообщает Нью-Йорк Таймс. Все дело в том, что власти всячески пытаются навредить деятельности верующих. Не найдя защиты и поддержки, за последние годы страну покинули множество мусульман-специалистов из разных областей. И поток людей с каждым днем увеличивается. Массовые протесты произошли среди молодежи в индийском штате Карнатака. Все потому, что Верховный суд запретил ношение хиджаба в учебных заведениях. В ходе мятежа некоторые школы все-таки открыли свои двери для покрытых девушек. В поддержку мусульманок на митинге присутствовали и индуистки в платках. Но несмотря на масштабы проводимой акции, некоторые вузы и колледжи продолжают оставаться закрытыми для верующих. Исламская ассоциация в английском городе Харрогейт подала заявку на строительство первой мечети. Узнав о намерении превратить бывший клуб в культовое сооружение, местные жители воспротивились и о своем нежелании сообщили администрации. На защиту мусульманского общества выступили 22 религиозных лидера иных конфессий, написавшие коллективное письмо в поддержку проекта мечети. Далее под рубрикой «Мнение Востока». На площадках социальных сетей телерадиокомпании «Путь» имени Ахмада Хаджи Кадырова жители различных мусульманских стран оставляют множество отзывов в адрес главы Чеченской Республики Рамзана Хаджи Кадырова. На нашем аккаунте в Facebook арабская аудитория активно комментирует новости из Чеченской Республики. И вот что они пишут. «О Аллах! Помилуй шахида, героя, который пожертвовал своей душой для защиты прекрасного праведного чеченского народа. О Аллах, одари уважаемого президента и нашего брата Рамзана Кадырова долгой жизнью. Да поддержит его Аллах. Да здравствует Чечня и Алжир. О Аллах, исправь положение слабых и немощных в Чечне. О Аллах, помилуй эту республику, защити ее и избавь от чумы и всех болезней. О Аллах, храни ее президента и его соратников, и одари их в судный день своей милостью и прощением. Да примет Аллах ваши добрые дела, и да воздаст Аллах благо молодому благочестивому президенту Рамзану Кадырову. Пусть Аллах одарит его долгой жизнью и поможет совершать деяния, в которых есть благо для людей и республики». На этом у меня все. Следите за актуальными новостями в наших социальных сетях.
В Гудермес прибыл поезд Победы. Это единственный в стране передвижной музей. Инсталляция посвящена событиям Великой Отечественной войны. В ее основе 13 тем и более 150 скульптур героев былых времен. Кроме того, в этом году поезд дополнили вагоном, посвященным подвигу защитников Брестской крепости, расскажет Абдуллах Батаев. Поезд Победы – уникальный проект и единственная в мире выставка, расположенная в подвижном составе. Вся экспозиция связана с сюжетом от аудиорассказчицы Лидии. В повествовании вплетены истории сотен людей, переживших войну. Очень много времени уделялось работе с архивами, с фото- и видеодокументами. И в качестве консультантов выступали ныне живущие еще ветераны этих далеких лет. Поезд состоит из 12 вагонов, 8 из которых расскажут о разных периодах времен Великой Отечественной войны. Попадая в первый вагон, понимая, что пассажиры едут по своим делам. Здесь шумная компания моряков, веселые туристы. С улыбкой на лице эти люди рассказывают о планах на жизнь. В этот момент ничего не предвещает беды. Переходя во второй вагон, улыбка с лица людей исчезает и наступают тяжелые времена. Попадая в следующий, мы видим, как вся страна готовится к войне и идет на защиту своей родины. Игорь Козмилов вагон Дуахар. Первый вагон Чуахасхитер. Первый гич маникенш гич сажима киравелер. Задача передвижного музея – позволить новому поколению увидеть все, через что пришлось пройти советскому народу ради победы над врагом. Мы должны нашим подрастающим поколениям показать громадный, я бы сказал, кровавый пласт величайшего в нашей истории события, как Великая Отечественная война. И поэтому переоценить значение вот таких мероприятий невозможно. Свое путешествие поезд начал с октября 2020 года. На сегодняшний день он проехал почти всю страну, от Крыма до Владивостока. Гудермес, 84-й город, посещение этого музея на колесах. Здесь он пробыл 3 дня. Абдулла Батаев, Седа Хасиева, Арби Чакаев и Аслан Висраев. Неделя. В Грозном торжественно открыли лицей «Квант». Новое учебное заведение рассчитано на 600 мест. На базе корпуса функционирует региональный центр выявления и поддержки одаренных детей «Ахмат», а также детский технопарк «Кванториум», IT-куб и Центр творческого развития детей «Сфера». Наш корреспондент расскажет подробнее. Ровно год. Столько потребовалось для возведения лицея «Квант». На открытие учебного заведения на базе Республиканского центра общего дополнительного образования приехали почетные гости. Сегодня глава Чеченской Республики, герой России Рамзан Ахматович Кадыров, всячески поддерживает представителей науки и образования. Благодаря его усилиям строятся современные школы. Для детей создаются все условия, чтобы они выросли образованными и достойными людьми. Лицей возвели в рамках реализации проекта образования, и уже в этом году он примет около 600 учащихся. Программа рассчитана на все классы с 1 по 11, а с 8 класса будет вестись профильное обучение. Я думал, что в сентябре хадвол урдала у эцхайнадол учебный год да и ханти ходшхайна погонах болчнаха хастана бахас шибера дереги хокда итагер чон бахтахутурба доктор Шавусов. После перерезания красной ленты гости осмотрели «Квант» изнутри. Здесь 30 кабинетов, оснащенных всем необходимым. Все готово, да, Лицей также включает большой актовый зал на 300 мест, спортзал с самым разным инвентарем, а также столовые на 200 посадочных мест. Кабинет технологий. Здесь ученики смогут обучиться работать со всеми этими инструментами, начиная от простого молотка и заканчивая токарным станком по дереву. Обязательно под строгим присмотром преподавателя. Все меры безопасности предусмотрены. Кроме того, ученики лицея смогут посещать дополнительные занятия в детском технопарке «Кванториум», Центре творческого развития детей «Сфера» и Центре цифрового образования IT-куб. Такой оснащенный центр, даже, я могу твердо сказать, нет даже на территории Северокавказского федерального округа. Это все благодаря политике нашей главы, героя России Рамзан Ахматович Кадыров, Делрез Хуцун. Скоро свое обучение в лицее начнут ученики с 5 по 9 классы. Мухаммад Жумал Лейла, Маусар Даудов и Асам Али Султанов. Неделя. 9 лет исполнилось со дня утверждения единой концепции духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения. В честь этого события в Департаменте по взаимодействию с религиозными и общественными организациями наградили сотрудников грамотами от главы Чеченской Республики. Единая концепция. Таханды качалаца богбешу и богбар бахандулша, тахана коумях болбарт,
تخن قام إرسي خلر أقوم مرش خلره قوين وزي سيلا ولسدالة ديكنس بيقام بول ويباتش عن شيخنا إكيغت يقدر شيخنا أسكيغت عبوغ بيتر. По этой концепции департамент провел больше 260 тысяч мероприятий. Это телепроекты, конкурсы, фестивали, беседы с учащимися школ и многое другое. А в Грозном состоялась встреча членов экспертно-экономического клуба СИА. Это сообщество из бизнесменов, общественников и представителей власти. Приняли участие более 20 спикеров. Они обсудили вопросы развития в республике промышленности, взаимодействия бизнеса и власти. Также на встрече обсудили дальнейшее развитие самого клуба. Тема конференции выбрана промышленность, так как в республике на сегодняшний день идет год промышленности по поручению главы республики Рамзана Ахматовича Кадырова. Дан полный ход развитию промышленности, и мы, как экспертно-экономический клуб, должны продвигать это. Это наша позиция. Мы поддерживаем полностью главу республики, мы поддерживаем полностью направление, которое республика развивает. Здесь собрались деловые люди. Встреча с ними дает кругозор о возможности. Люди узнают, где что, кому можно обратиться, с кем можно связываться. Я думаю, что будущее у этого клуба очень большое, и надеюсь, клуб будет расти. И на этом мы завершаем наш выпуск. Хороших вам новостей. Ади Кёлшу. Марш Ойл.